Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна. Сегодня на уроке мы поговорим о площади прямоугольника и квадрата. Итак, мы с вами знаем, что площадь прямоугольника равна произведению длины на ширину. А сейчас мы это докажем. Итак, площадь прямоугольника – это произведение А умножить на Б. Ну, так принято, что за А мы принимаем длину, это длина, а за Б мы принимаем ширину. Для того, чтобы доказать данную формулу, я вам изобразила прямоугольник. То есть, если мы сказали, что А является длиной данного прямоугольника, а Б является шириной, то я это отмечу. Итак, А – это длина, Б, соответственно, ширина. Для того, чтобы доказать данную формулу, я дострою до квадрата. То есть, что я сделаю? Я на стороне Б, вот этого прямоугольника, на продолжении стороны B, то есть я продолжу сторону B, и на продолжении данной стороны отложу сторону А. То есть я измеряю, чему равна сторона А, и данную длину я откладываю. Раз, два, три, четыре, пять, и в этом случае раз, два, три, четыре, пять. То есть это длина у меня прямоугольника, то есть я отложила ее здесь. Аналогичным способом я достраиваю до квадрата. Да, и мы понимаем, что вот продолжение другой ширины прямоугольника B я откладываю. А теперь на продолжении стороны А я откладываю вот эту вот ширину B. Еще раз, что я сделала? У меня был вот этот вот прямоугольник. Я продолжила одну сторону, то есть в данном случае ширину прямоугольника, то есть я продолжила и на нем отложила сторону, равную длине этого прямоугольника. Дальше я хочу достроить до квадрата. Теперь на продолжении стороны А я отложу вот эту ширину B. Что в результате у меня получится? То есть вот эта вот длина равна ширине вот этой вот B. Ну а теперь я достраиваю до квадрата, и в результате что у меня получается? У меня получается, что вот этот прямоугольничек равновеликий с первоначальным моим прямоугольником. Почему? Да потому что вот эта вот длина у меня равна b, а соответственно, то есть ширина вот этого второго прямоугольника у меня равна b, а длина равна а. По построению. Эта сторона а, соответственно, и эта сторона будет а. Теперь эта ширина у меня b, соответственно, здесь у меня будет b. Ну а теперь, что у меня получилось? У меня получился квадрат. У меня получился квадрат со стороной а плюс b. Мы с вами прекрасно знаем, что площадь квадрата равна квадрату его стороны. Поэтому, если это у меня является стороной квадрата, тогда, если я а прибавлю b и возведу в квадрат, то в результате у меня получится площадь квадрата. И это действительно так. Но если я вспомню формулу сокращенного умножения и разложу квадрат этой суммы, то у меня получается а в квадрате плюс 2аб и плюс b в квадрате. И мы это с вами прекрасно знаем. Но теперь на данную площадь я посмотрю с другой стороны. С какой именно? То есть я понимаю, что площадь вот этого прямоугольничка у меня равна, ну, допустим, S1. Соответственно, площадь вот этого прямоугольника у меня тоже равна S1. То есть вот этот прямоугольник у меня равен вот этому прямоугольнику. По построению. Дальше. Я хочу записать площадь этого квадрата, но используя другие фигуры. То есть я хочу записать, что площадь моего квадрата а плюс b в квадрате, мы же договорились, чему она будет равна? Во-первых, сумме площадей вот этих двух прямоугольников, то есть 2s1, их же 2, правильно? И плюс площадь вот этого квадрата, а площадь этого квадрата со стороной а у меня равна а в квадрате. А площадь вот этого маленького квадрата у меня равна b в квадрате.
Соответственно, площадь всего квадрата – это сумма площадей фигур, которые лежат внутри этого квадрата. То есть S1 плюс S1 я записала 2S1. Затем я складываю с площадью вот этого квадрата со стороной а затем площадь квадрата со стороной b. Что у меня в результате получается? Левые части у меня абсолютно равны, потому что я записываю площадь квадрата со стороной а плюс b. Но я записала в виде, в первом случае, когда я раскладывала формулу квадрат суммы, а во втором случае я представляла площадь квадрата как сумму площадей фигур, которые лежат внутри этого квадрата. Соответственно, я могу, если левые части равны, тогда и правые части равны. Тогда я могу записать, что а в квадрате плюс 2аб и плюс b в квадрате у меня в результате будет равно 2s1 плюс а квадрат и плюс b квадрат. Если я начну переносить в левую часть а квадрат и b квадрат, что у меня в результате получится? Мы прекрасно знаем, в левой части у нас было а квадрат, с правой части в левую я переношу, у меня получается минус а квадрат. Дальше плюс 2аб плюс b квадрат. И с правой части я b квадрат тоже переношу в левую сторону. И в результате в правой части у меня остается 2s1. Мы видим с вами, что а квадрат минус а квадрат взаимно уничтожаются, b квадрат минус b квадрат тоже взаимно уничтожаются. И в результате у меня остается 2аб равно 2s1. Причем мы можем сократить обе части на 2, и в результате получится, что а умножить на b равно s1. А s1, ребят, это у нас площадь прямоугольника. То есть я могу утверждать, что площадь прямоугольника в любом случае будет равна произведению ширины на ее длину. Переходим к площади квадрата. Опять же, мы с вами прекрасно знаем, и мы применяли данную формулу при доказательстве формулы площади прямоугольника, что площадь квадрата – это произведение сторон данного квадрата. Правильно? Или мы пишем а умножить на а равно а в квадрате. Потому что квадрат, естественно, имеет равные стороны. И вообще квадрат – это частный случай прямоугольника. Поэтому доказывать эту формулу я не буду. Почему? Потому что у нас есть площадь прямоугольника, которая равна произведению длины на ширину. Но мы имеем квадрат, и стороны у квадрата у нас равны. Соответственно, если я подставляю вместо ширины, там, допустим, вместо длины я подставляю а, вместо ширины я тоже подставляю а, то есть в нашу же формулу, а еще раз, вместо длины у меня а, вместо ширины у меня опять же а, в результате я получаю а квадрат. То есть данные формулы не особо новые для вас. Единственное, что мы с вами доказали, что площадь квадрата действительно равна произведению длины на ширину. Итак, сегодня мы с вами, можно сказать, даже вспомнили формулу для вычисления площадей прямоугольника и квадрата. Единственное, что было для вас новое, это доказательство, что площадь прямоугольника действительно равна произведению длины на ее ширину. Конечно же, на следующих уроках мы с вами разберем практические задания, в которых будем разбирать, как же находить площадь прямоугольника и квадрата. На сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.